Говорят, не знают, чья собака. Но она замерзла конкретно. К себе никого не подпускает. Еды дала, не кушает. Очень холодно. Если на ночь оставит, она замерзнет. Вот такая собачонка в минус 45 оставлена хозяином навсегда. Бросил ей тряпочку или предмет, чтобы охраняла, сидела, не бежала за ним. Друзья, в декабре был у нас ролик об этой брошенной хозяином собаке. На морозе под минус 50. Весь день собака просидела дрожа, никто ее так и не забрал. И все забыли про нее, как будто и не было ролика. Вот как спасать? Все забыли, ушли в свою суету. А я подорвалась, забрала и даже простерилизовать успели. А теперь надо вывозить. Из Якутска нужны деньги на дорогу. Надо ее в Москве разместить где-то, купить корм, социализировать. Собака очень сильно боится человека. Она битая человеком. Боится и руку человеческую. Боится даже на расстоянии. Из угла не выходит. Ест, когда человек только уходит. На улицу выйти тоже боится. Как вы думаете, нехилую я себе придумала проблемку, да? А кто-нибудь бесплатно за нее возьмется? Или выпустить на улицу, там, в Якутске. На днях там будет минус 60. Сегодня потепление, минус 52. Как думаете, куда ее деть? У меня вопрос. Кто-нибудь подпишется на ее финкураторство? Может, кто-нибудь возьмет ее бесплатно или за корм? Чем ее оплачивать? На что кормить? На что оплачивать перелет? Или улица, или я прошу вашей помощи. Или спасаем до конца, до пристройства, или только разговоры и эмоции. Действовать надо быстро. Пассажир бывает раз в месяц. Давайте не упустим возможность. Давайте действовать. Пожалуйста, я прошу вашей помощи. Про эту собачку-рыжку тоже был ролик недавно у нас в декабре. Я не могу долго говорить, ныть и слушать советы, эмоции. Если собака торкнула, то что говорить, что собачку жалко? Надо действовать, а не рассуждать и не охать. Вот поэтому кому-то праздник, а я действую. Поэтому собака приехала в Москву. И 2025 год у меня закончился приездом вот этой собачки-рыжки. Она приехала в канун Нового года. Ее надо откармливать. Она действительно очень нежная и хрупкая, килограмм 9. Как только она выживала в лесополосе и ждала на обочине и бежала за машиной кормилицы Жени. Ведь она совсем квартирная собачка, и ей тоже нужна помощь. Надо покупать корм или курицу и варить каши. Дорогу я оплатила, муницию для нее тоже оплатила. Консервы на неделю тоже купили, но у нее тоже должна быть финансовая поддержка. Ждем вашей помощи, друзья. Жду, кто на нее откликнется. Друзья, еще у нас проблема с кошками. Целый месяц то не принимал Питер, не было мест там, то не было пассажиров. А если кошки не уезжают из Якутска, значит с морозов минус 50 не забирают других. Кто-то уже погиб на морозе, исчез, не дождавшись очереди. Кто-то ждет пассажира. И вот, наконец, редкий пассажир. 4 кошкам повезло быть спасенными с мороза, и пришла очередь к их вылету. Помогите теперь, друзья, оплатить дорогу и первый месяц проживания в Питер, купить корм. Они освобождают места для других, кто останется в живых в Якутске. Пожалуйста, помогите.